Писание. Итак, ну да, собственно. Костанайский областной казахский театр. Прегрешение Шолпана. Кто бы хотел начать? Можно я? Пожалуйста. Коротко, да. Но сейчас уже можно свободнее. Ну, просто не мусолить какие-то вещи. Вот у нас статус фестиваля международный. И по-разному можно относиться к этой формулировке, да. Мы помним по фестивалю Макдонаха, что такое был международный фестиваль, из каких стран приезжали гости. Сейчас видим, кто приезжает на фестиваль. И лично для меня вот знакомство с Казахстаном, с вашим театром произошло только вчера. Поэтому я смею предполагать, что когда вы ехали на этот фестиваль, вы понимали, какая на вас лежит высокая ответственность. Да, почему? Потому что вот такие, как я, люди впервые познакомятся с вашей культурой через ваш театр. И если это знакомство вдруг не случится, то второе впечатление очень сложно, второму впечатлению сложно перебить первое. И я хочу сказать, что это знакомство произошло. И оно произошло на таком высоком, на таком достойном уровне, что когда вчера только начинался поклон, да, после некой паузы, я встаю, я понимаю, что, вы знаете, да, там избиты эти фразы, до мурашек, слезы, но это вот этот комок в горле, который ты вообще не помнишь, когда испытывал в театре. Хотя, еще раз повторю, что для меня история, какая-то такая, вышедшая из вступления, неправильно сказал, там сказы, мифы, легенды, вот какая-то такая не на современную вроде бы проблематику, она меня редко цепляет. Здесь же получилось так, что, во-первых, весь спектакль, он был очень деликатен. Несмотря на то, что тема, которая поднималась, да, она, наверное, не в каждой стране, да, и не на каждого зрителя рассчитана. Потому что когда вышла главная героиня и стала говорить: я не хочу детей, а учитывая то, какой закон у нас сейчас, да, планируют принять, что вообще нельзя говорить о том, что у нас там, я человек фритом, да, и я пропагандирую это, прочее, да, сразу там плати штраф или куда еще. И тут говорит, это героиня еще, она такой усиль, я такой сразу просыпаюсь, думаю, я не заспал, я думаю, так странно. Ладно, хорошо, удивительно, да. Значит, и вот это идет, то есть она объясняет, почему она не хочет ребенка. Все, мне очень понятно, какие-то вещи. Потом она хочет ребенка, потом, в общем, не буду пересказывать, все видели. И вот здесь все сосуществует на двух каких-то уровнях. На уровне вот этой мифопоэтики, скажем так, когда появляются духи какие-то, да, черт, зал тоже там очень так реагирует весело на это все. Вот эти две соседушки, а для меня это какие-то Мойры судеб, да, то есть вот третий не хватает, но все равно, которые плетут эти нити, да. Тут же эти кумушки-подружки, я говорю, да нет, это все-таки Мойры, тут они как какие-то козочки, все. То есть, и вот это все, оно, видна очень интересная режиссура, но она не, знаете, не вызывает отторжения, перенасыщения. То есть, когда ты думаешь, вот тут и так придумали, то есть, вот подоить корову, да, что там, вот эти канаты, которые висят, да, веревки и прочее. То есть, это интересно и в то же время, не в переизбытке. Очень деликатно показана сцена интимной близости главных героев. Очень любопытно это сделано. И это сразу тоже захватывает. Причем вот эти канаты, да, они сидят, они объединены, они все сильнее, сильнее. И потом эти же канаты становятся в руках Шолпан неким инструментом насилия, который она адресует в адрес мужа, который ее там обижает определенной фразой. Что мне понравилось в этом спектакле, да? Что из вот этой истории, известной, вашим, я вот вчера поговорил, узнал у вашего руководителя, что это даже в школе проходит, мне сказали.
Я вообще удивлен. Ну, то есть вот из этой какой-то школьной истории, ну, даже не школьная, а передающаяся из поколения в поколение, да, которую знают все в вашей стране, возможно, вы выводите ее на уровень, понятный всем людям в любой стране. То есть когда в конце ее ну, должны вот фактически наказать, и ты думаешь, а за что ее наказывают, а почему ее наказывают? У тебя такое обилие вопросов после спектакля, что говорит о хорошем спектакле. То есть, когда ты выходишь не просто с какой-то легкостью, ой, посмотрел спектакль, как здорово, красиво, там снег был. Снег, это вообще как бы, когда используют, очень это не люблю, но здесь как бы вот все к месту, да. И ты выходишь с обилием вопросов, и ты понимаешь, что ты будешь очень, очень долго думать над тем, какие дать ответы на эти вопросы. Я давно не видел такой реакции зрителей. Я очень не люблю, когда зрители встают, кричат «Браво!». У нас, например, в городе это вообще плохой спектакль, хороший, но, вы знаете, просто какая-то традиция дикая стала. Просто встать и крикнуть, и не знаю что. Здесь, да, вот это единение зала с вами, оправданное единение, когда стоят девочки 16-17 лет, их просто колотят. Их вот ребята пытаются как-то деликатно, вот они не знают, как их там приобнять, что там с ними сделать, вот. Потому что я понимаю, что оказывается вот самое простое человеческое, оно трогает до сих пор. Не надо ничего изобретать, не надо изобретать велосипед. Простая человеческая история, она трогает человека любого возраста. Я хочу сказать, что ну, для меня вот это что-то такое теплое, доброе, важное, нежное, в то же время где-то грубое, но это такой полноценный, такой хороший по всем показателям спектакль, что я просто вам низко кланяюсь. Да, я не всех, ну я вот кого-то идентифицирую, кто вчера играл, да, кого-то нет, извините, но да, это очень, ну я имею в виду про Ян, да, еще так. Это очень серьезная работа, это очень достойная работа, это работа действительно достойная фестиваля, работа достойная представлять страну на всех возможных уровнях театральных. Поэтому большое вам спасибо, и я очень надеюсь, что еще когда-то встречи с вашим театром вот у нас случится, я что-то еще посмотрю. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я подхвачу, да? Да, пожалуйста. С этого фланга. Ну, на меня спектакль произвел очень мощное впечатление. Очень мне понравился спектакль. Он понравился мне до такой степени, когда мне сейчас даже как-то неловко о нем говорить. Знаете, когда просто там настолько, он настолько, ну как, знаете, как говорить, там, обсуждать там дерево или обсуждать облако. Потому что он живой, он настоящий, он естественный. И я счастлив, что я приехал сюда, на этот фестиваль, и посмотрел вот этот спектакль. Я всегда мечтаю мечтаю о том, чтобы вот смотреть спектакли, в которых мне не пытаются ничего там навязать, свою там, я не знаю, там, свое высказывание, там, показать, что там, ну, смотрите уровень нашего мастерства, а вот посмотрите, как мы тут вот интересно трактовали. Мне просто какие-то очень хорошие люди. Я просто, вот, знаете, идет энергия каких-то очень хороших, светлых людей, влюбленных друг в друга, в жизнь, в театр. И вот они мне оттуда спокойно рассказывают историю, в которой я понимаю абсолютно все. И вот этот вот абсолютный минимализм в декорации, но он прекрасен, когда все на месте, когда ты не можешь выделить
Ну, можешь, конечно, но не хочется выделить кого-то из актеров, потому что это абсолютный ансамбль, абсолютная семья. И я понимаю, что за этим стоит очень мощная, серьезная режиссерская рука. Это вот я на прошлом обсуждении говорила о режиссерской щедрости. Когда щедрость, то есть когда ты не пытаешься нагрузить режиссурой. Да, вот режиссер двигает историю, двигает актеров, не пытаясь самовыразиться, но при этом мы понимаем, что это очень мощный, серьезный профессионал. Не хотел говорить, но продолжаю говорить. Я потрясен, потому что, опять же, мы же на фестивале мы общаемся, мы видим здесь друг друга кулуарно, на каком-то просмотре, значит, села рядом со мной, как так мы рядом оказались, смотрю, такая, гламурная казашка, думаю, да, что-то, наверное, завтра что-то они там будут играть. И вдруг вот эта вот девочка, которая мне показалась просто гламурной девочкой, и там такое нутро. Там, знаете, что еще? Вот масштаб личности. У вас, у режиссера. Я понимаю, что вот на сцене люди мне в какой-то момент не становится не так интересно, ну не то, что так, она все равно мне интересна, история, которую вы рассказываете, а мне интересна именно вы. Не сама история, понятно, ну, в общем, я нашим стал пересказывать, я говорю, такой интересный спектакль, я посмотрел, такой, и начал рассказывать сюжет, они такие, фу, что за тупая мелодрама? Я говорю, нет! Вот, потрясающий. Слушайте, а мы с вами познакомились? Как вас зовут, извините? Хванство. Радость. Потрясающая радость. Радость. Когда на сцене мужик, когда на сцене мощный, брутальный мужик, так умеющий играть про любовь. И меня, конечно, прямо вот, ну я так, вроде не очень слезлив, и как-то так, я не плакал во время спектакля, хотя он меня очень растрогал, но меня догнало, если можно так сказать, после. Я впервые вот за этот фестиваль, меня вот прям потянуло, кого-то потянуло встать, а меня потянуло зайти за кулисы, подойти к вам сразу же, значит. И я прихожу, обычно, отыграли спектакль, или погремел, а вы такие же стоите какие-то, сосредоточенные, негромкие, наполненные смыслом и любовью, и я вас поздравил, и от вас пошел. В общем, вы прекрасны. И знаете, и вот, конечно, нет, театр же, конечно, это прекрасно, когда театр состоит из каких-то простых вещей. Вот, ведь простое это самое сложное. Просто существовать, наивное искусство. Но оно же очень, это же все очень непросто. И меня даже, и знаете, и когда хорошо, то вот на это хорошо начинает работать все. Даже вот какие-то, я не знаю, вот этот перевод, который наверху шел, я периодически думаю, господи, что это? Там с какими-то грамматическими ошибками, перепутанные падежи, там вообще все это. Но ты в какой-то момент, вот, так как театр, так как спектакль очень какой-то аутентичный, и вот еще такая аутентичная безграмотность, там, какие-то вот путанные, ну это не безграмотно, оно тоже даже работало в спектакле. Да, это тоже была как бы часть спектакля, вот это вот ты в каком-то другом измерении оказываешься. В общем, я уже по второму кругу стал говорить, более серьезные аналитики могут это проанализировать, наверное, на более
высоком, тонком уровне. Я просто хочу сказать, что я вас очень-очень люблю, навсегда в моем сердце. Вы прекрасны, спасибо вам за вот эту легкость, радость, любовь при всем трагизме истории, которую вы рассказываете. Спасибо вам. Конечно, пожалуйста. Сейчас можно уже не так. Спасибо вам большое, друзья, что вы приехали, показали этот спектакль. Потому что для меня лично критика и просто как для зрителя спектакль потрясения, спектакль заклинания, необыкновенной гипнотической мощи, буквально, которая затягивает как в воронку тебя в эту страшную женскую судьбу, вообще вот во все, что вы нам показываете. Очень выразительно, и ты чувствуешь живые энергии со сцены, энергетику, я бы даже сказала, какие-то потусторонние силы, но, по крайней мере, я так почувствовала, там тоже присутствует. Это необыкновенно. То, что сделал режиссер, то, что сделали вы, актеры, режиссура тут точно есть, и она замечательная, и это прям отрада была для глаз, когда из ничего буквально вырастает такой сильный спектакль высказывания. Хочется отдельно поблагодарить актеров, Диану, я так понимаю, что это вы. Вот, то, что вы делаете на сцене, это актерский подвиг. Бывают такие пафосные слова, но здесь, мне кажется, они уместны, потому что такое актерское самопожертвование, так присвоить себе эту судьбу, вы не играете, вы проживаете эту трагедию, это очень чувствуется, и пусть так будет дальше, потому что это большое актерское мастерство. И это всех касается, просто Диана главная героиня, я не могу о ней не сказать. То, что меня потрясло, что несмотря на то, что вроде как предсказуем в этой ситуации пафос и морализаторство, его здесь не слышно. То есть все выйдут с нужными ассоциациями, с нужной силой внутри себя, принять каких-то решений, что правильно, что неправильно. Но вы со сцены об этом громко не говорите, и за это отдельное спасибо. Мне кажется, так и нужно осторожно, деликатно с такими темами обращаться. Ну вот, пожалуй, то, что мне хотелось бы вам сказать. Спасибо большое за вашу краткость, всегдашнюю правду. Кто? Да, пожалуйста. Мы, наверное, дорогие наши представители Казахстана, мы, наверное, примерно будем говорить об одном и том же. То есть спасибо, спасибо, спасибо. Дима говорил о девочках, которых успокаивали мальчики. Я далеко не девочка, не был мальчик, чтобы меня успокоить. Но ощущение после вашего спектакля было именно такое. Я просто, мне нужно было как-то перевести дух, успокоиться. Но если говорить вот непосредственно о спектакле, мне буквально все понравилось. Во-первых, меня поразило то, что абсолютно житейская, реалистическая, я бы сказала, достаточно злободневная во все века история была рассказана условным языком, без перебарщивания вот этих вот, без нагромождения метафоры, тем не менее, каждая деталь сценическая работа. То есть мне понравилась сценография, мне понравилось звуковое оформление. И это придало вот этой житейской истории, ну, я бы сказала, какой-то трагический, уже вне бытовой масштаб. Причем я, поскольку из Татарстана, я знаю тягу национальных театров к бытовизму. Очень любят бытовые пьесы. А поставь эту историю чисто бытовым языком, она превратилась в банальную мелодраму, которую, если перескажешь, ну да, житейская история, там сколько таких. Но здесь это поэзия, понимаете, это поэтическое осмысление этой истории, действительно мифопоэтическое осмысление этой истории. И здесь изумительный ансамбль. При том, что, вот говорят же, что говорил великий, что нет маленьких ролей, да, вот эти тетушки-кумушки, вот все абсолютно работает. Но, конечно, тот груз, который Диана Турсунова на себе несет в этой, и как она эволюционирует, и до какого драматизма доходит, это чисто просто вот психофизиологически тяжело. Еще один момент. Пьеса об очень интимных вещах. Она эротическая, но как это сделано, с каким тактом и вкусом, понимаете, вкусом. Оказывается, можно вообще не демонстрировать, извините, половой акт, не раздеваться. Вот этот канат, который как молния их просто, вы знаете, разряд, это удивительно. Замечательные мужчины. Вот мы сейчас немножечко
Мы с коллегой сошлись в том, что немножко лишнего был дьявол с дьяволицами. Он как-то был немножко из другой оперы. Мы и так понимаем, что от лукавого у нее появилось это желание. Вот это, я не могу сказать, испортило впечатление. Ну, вот нам показалось, что немножечко лишнее. Но в целом, вы знаете, удивительное впечатление. Огромное вам спасибо. Я надеюсь еще раз когда-нибудь с вашим театром встретиться. Спасибо. Вера Борисовна из Татарстана, я из Башкортостана. Да. Я, можно сказать, соседка ваша. Привет, ребята. Правда, вы там где-то ближе к Челябинску. Ну ничего, все равно мы рядом. А знаете, вот все, что вы вчера показали, мне очень близко. Я воспринимаю вообще как родное. Я рада, что в вашем театре, в вашем коллективе жив метафорический театр. И все метафоры, которые заложены режиссером в ваш спектакль, я считываю, и мне кажется, что их трудно трактовать как-то иначе. Я считываю их ровно так, как этого хотел режиссер. Я читаю этот посыл. Пустое ведро. Колокольчик без языка, не звенящий колокольчик. Да? Нам были сначала продемонстрированы звонкие колокольчики в сцене, когда герой задержался у своего друга, играя с детьми. А потом, значит, героиня берет этот колокольчик, он не звенит. И вот здесь вот начинается вот этот момент, что же делать. Вообще, надо сказать, я решила, что надо прочесть. Я прочла рассказ. Ну, наверное, это все-таки рассказ, а не повесть по объему. Я прочла рассказ дома. Знаете, я поразилась, насколько он противоречит каким-то моим таким кондовым представлениям о взаимоотношении мужчин и женщин в национальном обществе. Слушайте, какая девушка вышла по любви. Вообще, вот эта история, как она вышла по любви, она же осталась у нас за кадром. Значит, соответственно, я думаю, в какой семье она родилась и как к ней относились дома, если она, как сказать, сама сделала выбор, да, что там была за семья. И мне кажется, что вот это тоже очень интересный момент. И пусть он остается за кадром, но мысли возникают интересные. Слушайте, какой смелый человек, ведь это написано в 20-е, 30-е годы, когда еще не все женщины паранджу сняли. Да, и действительно история потрясающая. Просто, знаете, такого шекспировского масштаба, в моем понимании. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но я ее так восприняла. И все, что с ней происходит, нежелание делить с кем-либо любовь этого мужчины, потом вдруг понимание, что это необходимо, и необходимо ему, а значит, я присваиваю эту необходимость и сделаю все, чтобы это было. И вот эта странная ситуация, кстати, в жизни, в реальной жизни была с моей подругой, когда она пыталась забеременеть от другого мужчины, естественно, не расставаясь со своим мужем, но зная, что он бесплоден. И, значит, используя молодого человека как, извините за выражение, производителя, она, тем не менее, в какой-то момент в него влюбилась. Абсолютно реальная история, произошедшая с моей подругой. И вот то, что вот это вот произошло в вашем спектакле, мне тоже очень понятно. И, значит, вот эта юрта, она же тоже метафора из таких, знаете, корявых веток, довольно шатких. В какой-то момент эту юрту начинают расшатывать, и ты понимаешь, что этот дом, этот мир, это все рушится, оно, то есть готово обрушиться. Прекрасно работают веревки. Связали веревки, вот она постель, да? Потом на этих же веревках, да,
веревка как вериги героиня на себя надевает, да, в момент, когда она решает воспользоваться услугами этого влюбленного родственника. Все это очень работает на спектакле. То, что вы все прекрасны, слов нет. Красавицы невероятные. По ходу вспоминаются другие метафоры. Значит, как вы надеваете национальный костюм взрослой женщины, когда вступаете на мазлык для просьбы Всевышнему даровать вам, или даровать, как правильно? Даровать вам ребенка. Значит, вдруг ничего этого не было в ее жизни, и вдруг появилось и традиционный костюм, и намазлык. А это ведь очень тонкие вещи, да? И еще недавно служители культа, служители религии, прошу прощения, значит, были против того, чтобы эти символы, касающиеся ислама, появлялись на сцене как предметы, значит, сугубо театральные. Невероятное впечатление производит ваш спектакль. За исключением одного, вот мы с Эльвирой Борисовной рядышком сидели и, знаете, вот вдвоем все время, да? И была необходимость поделиться радостью открытия. И обе, не сговариваясь, сказали, ну рожки это, конечно, перебор. Здесь такое впечатление, что нам, зрителям, режиссер до конца не доверяет. И решил нам вот это вот, чтобы, ребята, вы должны все правильно понять. Мы все правильно поняли. Знаете, в этих рожках есть что-то карнавальное, что-то такое из другой эстетики. Понимаете? Вовсе не... они работают не на идею режиссера, совсем не на идею. Они еще такие блестящие, они, знаете, такой, я не знаю, там... Дискотека. Хэллоуин какой-нибудь, если я правильно произношу название. Я не праздную, это вот вообще не мое. Что-то такое оттуда, какие-то там ведьмы, черти, черт его знает, шабаши. Я не знаю, может быть, стоит поговорить с режиссером, чтобы это все дело снять. А вот просто такие, знаете, молодые девушки, которые, что называется, потеряли берега, если это будут. Ну и ладно, и бог с ним, такое тоже бывает. Конечно, потрясающая сцена. Вот как эта сцена с рожками выбивает, с этими чертями, так точно завораживает сцена Саития, когда она понимает, что, наверное, она мало любви отдает своему мужу. И эти волны, которые посылаете друг другу этими канатами, это что-то невероятное. Такая сексуальность. Просто зашкаливающее, и все понятно, и как отыгрывает герой, это финал этой сцены, но все же ясно, вот оно, что-то такое невообразимое началось, то, что должно было быть с самого начала, понимаете, и каждый раз мы набираем, и в конце концов финал совершенно трагический. Тоже, казалось бы, очень просто решен. Эти веревки скрученные, спутанность ее какая-то, значит, потоки воды, вы там брызгаете из чего-то, из небольшой емкости, но я это воспринимаю как потоки воды, которые льются на нее. Конечно, спектакль очень сильное впечатление лично на меня произвел. Ну, я не одинока, как вы видите, но для меня этот театр очень понятен и очень близок. Он сродни башкирскому театру, и, значит, я это воспринимаю практически как нечто родное, и очень рада, что от всяких экспериментов типа Шие, знаете, о чем я говорю, да?
вы возвращаетесь к тому, что, на мой взгляд, является вашим коренным и вашим достоинством художественным. Могу ошибаться. Возможно, более молодые коллеги скажут, ну не слушайте эту старую корову или старую козу, как хотите. Значит, я не обижаюсь, но у меня осталось такое впечатление от вашего спектакля. Спасибо вам большое. Спасибо. С чувством гнева я слушал некоторые часть выступления Веры Борисовны. А я еще. Ой, извините, пожалуйста. Тогда поддержим этот гнев. Побереги чувство Да. гнева. Пожалуйста. Я вчера сказала вашему директору, что, который, видите, мы сегодня поняли с Дмитрием, что система знаков. Директор в зеленом, все остальные в синем, да? Зеленый цвет это прямо топ. Синий красивый, но так вот, что я была абсолютно не лукавила. Это одно из самых, из тех 10 тысяч спектаклей или 20, которые я видела в своей жизни, из них 9 мне не то что вспоминать не хочется, хочется забыть навеки. Это, наверное, входит в число 10, которые не просто на меня произвели сильное впечатление, а которые я не забуду никогда. Это, я не комплиментарный человек и не бросаюсь такими словами. Наше счастье с Наташей было в том, что мы вырвали себе места во 2-м ряду, а не там в 10-м, и что мы видели морщинки ваши, не только глаза, и в том, вот ничего не должно было как бы изначально. Я думала, что это... Я много видела национальных спектаклей, жила в Татарстане, потом еще где-то там путешествовала по театральным делам. Много видела национальных спектаклей, которые были вточены в прокрустово ложе Островского, даже не Советского театра, а именно Островского. И вот так вот давайте будем это подобно метрополии действовать, в том числе и сценическим языком. И так мне еще волей судьбы повезло, что в данном случае, хотя текст я читала 5 раз, у меня был магистрант, и еще он есть, и вы его все знаете. Я рассказывала директору, его зовут Айбалат Джаудыр, он из Астаны, и его магистрантская работа включала в том числе историю казахского театра, в первой главе теоретической. И я читала это раз 5, туда-сюда. Все прекрасно поняла, как бы отмычки, через которые развивался театр. Спасибо советской власти, что ему вообще дали развиться, так вот, если объективно договорить. Но все равно натягивали чужой костюм наверх. И я вот считаю, почему я думала вчера долго, возможно, я слишком как бы прибавляю, но для меня вот этот способ, эта попытка вернуться к истокам театра, я бы вчера сказала, что я видела древнегреческую трагедию 21 века в том виде, в котором она должна существовать в нарождающемся театральном искусстве, понимаете? Какой бы век ни прошел, эти 100 лет с момента воцарения советской власти и от пропагандистского к театру, он, мне кажется, развивался у вас способом чуждым, понимаете? Сейчас я не подумайте, что я считаю, что это было плохо. Слава Богу, что было. А так бы не было и театральных зданий, ничего бы не было. Но сегодня вот через такой способ прочтения, причем потрясающе, если бы, я уверена, что если бы вы сделали Медею, толку бы, было гораздо меньше. Вы выбрали, я не читала, в отличие от Дины, я думаю, что достаточно, такое произведение, которое спровоцировало вас на это сочинение, как говорит Коля Коляда, здесь все взрослые, из говна и палок, простите. Но мы реально видим,
Ничего нет на сцене, ничего, кроме образа, это важно, который рождается из ничего. Я тоже была потрясена и этой дойкой, и колокольчиком. Ну, про веревки уже говорить не будем. И та же самая веревка, о чем мне сказали коллеги, она становится ее крестом, ну, как бы в русской культуре, в православной, вот этой штукой. И смотрите, вы даже, я не знаю, осознанно или неосознанно, когда вы делаете инсценировку, вы этот про-театр считываете, и вы даете девочкам это роль хора, понимаете? Мой роль хор. Вот все эти формы про-театра, то, как он развивался в естественной среде, у вас абсолютно присутствует в этом спектакле. Правы, пожалуйста, господин режиссер Баатырбек. Ну, про эти ружки даже смешно говорить. У вас есть красные тряпки, там 384 образа, через которые вы можете решить. И вдруг, мне кажется, в какой-то момент то ли образцово насмотрелся божественной комедии, то ли еще что. Шайтан. Я не знаю, как в национальной культуре у вас трактуется шайтан, если у него рога. Это мне неведомо. Но в вашей эстетике у шайтана не может быть рогов. У шайтанов, которые ее каким-то образом провоцируют, или она их притягивает. Вот правда. Они вдруг сейчас выглядят как, знаете, Рим или там Неаполь, собор, причем даже католический, не православный, собор, нарисованные черти, которые тащат грешника на вилах, вот как будто даже из другой культуры религиозной, понимаете? Не то чтобы там эстетической, религиозной другой культуры. Я бы еще, вчера хотелось, я начала даже там потом после вас лекцию читала, вместо того, чтобы про свои права сказировала. И, знаете, такой маленький лирический кусочек, я вот там год назад, где, не помню, мне кажется, в Третьяковской галерее, купил брошку. Я не знала, зачем я ее купила. Ну вот просто так все покупали, я купила. И почему-то я ее взяла с собой. И когда я посмотрела вчера спектакль, Диана, я поняла, кто ее должен слушать. Все, да? Да. Спасибо большое. За это время паузы мой гнев еще больше вырос. Каким-то образом, Вера Борисовна, придется разбираться. Вы подслушали мои мысли. Именно мысли. Как это вы сделали технически, я не понимаю. Причем не только мысли, вы сформулировали слово в слово некоторые мои соображения. Но с другой стороны, я рад, что у меня есть союзник. Ну, о чем идет речь? Я на фестивалях, на которых мы работаем, признаюсь, очень неохотно иду на спектакли национальных театров. Республики называть не буду, чтобы их не обидеть. Это курицы, навоз, тяжелый быт деревни. Это поток нехудожественной, бытовой истории смотреть неприятно. Для меня это не театр, а какой-то... Да. Избегаю. И какое счастье, что я вот оказался у вас. При том, что это, я думаю, национальный спектакль и по костюму, и, конечно, потому что играют казахи, и при этом это, по-моему, может, я ошибаюсь, мне кажется, нет, это европейский театр, синтез национального и европейского. Что имею в виду? Лучшие образцы, которые я видел, европейского театра, это скупость в отборе деталей визуальных, то есть сценографии, костюма, манеры игры, скупость музыки, музыкального оформления и высочайший вкус режиссера. Его здесь нет, да? Вы режиссер? У вас абсолютный вкус, абсолютный, ни одной пошлости. Потому что в национальных республиках, в спектаклях
где быт, тяжелый быт деревни, так много всего, что хочется убрать. У вас отбор жесточайший. Вот в этой скупости художественность художников. Есть здесь художник, нет? Художника нету, да. Замечательный художник. У вас собралась компания единомышленников. Режиссер, художник, артисты. Но артисты фантастические просто. Такой скользкий сюжет, такая история, это же, она просто балансирует на грани приличия. И насколько, вот про это уже говорили, и тоже вы сняли, украли мою мысль, послушали, как это изящно сделано. Кстати говоря, меня иногда удивляет, почему даже мои коллеги все время, когда употребляют слова «половой акт» или «секс», говорят «извините». Что неприлично в этих словах? Я не понимаю. Что за советское воспитание? Да. Я ставил американскую пьесу, потрясающую, там 37 открыток. Это там такой сплав, микс жанров. Драма, черный театр, и потом комедия, и переходит все это в красивую мелодраму. Делал перевод Паша Груднев. И там была действительно одна фраза не просто неприличная, а для меня пошлая. Скажем, мат я абсолютно приемлю. Я в жизни не матерюсь, но для экспрессии актера объясняю что-то, я могу употребить слово матерное, потому что в нем энергия. А есть слова пошлые, которые я не употребляю. Короче, я Пашу переписал Руднева в этом месте. И я вставил слово, когда там говорит героиня, ей нужна партнерша по секс по телефону, она говорит: скажи-ка, деточка моя, слово оргазм. Боже мой, что началось в нижегородских газетах. Вы употребляете, театр дети ходят. Ну, во-первых, я им ответил, что это вечерний спектакль, это ТЮЗ, я в ТЮЗе работал. Но если даже дети пришли, это медицинское слово. От оргазма не спрячешься, он так случилось, беда, он есть в нашей жизни. Ладно бы какая-нибудь написала бабушка, написала молодая женщина. Я потом ее, конечно, пожалел. Конечно, у нее какие-то большие личные проблемы и закомплексованность. Так вот, не бойтесь этих слов, пожалуйста, я их не боюсь. Я даже слово искусство не боюсь употреблять. Что гораздо неприличнее. Абсолютное во всем изящество, во всем. И я думаю, да где же будет срыв? Вот злополучные рожки. Нет, я хочу сказать, наверное, мои коллеги правы, но я смотрю на это чуть-чуть иначе. Нет, я думаю, что правы, по сути, правы. И сейчас оправдает наличие. Нет, не то, что оправдаю, но мне казалось, это театральная игра, которая вам нужна была. Театральная игра. Это красиво выразить на рожке. Тут и чувство юмора ваше было. Короче говоря, я бы так не протестовал. Но, строго говоря, мои коллеги, конечно, правы. Это из эстетики вашего удивительного, с большим вкусом сделанного спектакля немножко выпадает. Как играют актеры, как они играют, и мужчины, и женщины. Я даже не хочу никого выделять. Такая компания. Я такого национального театра вообще не видел никогда. А на фестивале езжу много, как мои коллеги, и видел всякого, добра много. Я просто вас поздравляю с потрясающим спектаклем. Спасибо.